Всем доброго времени суток, вечера. Праздно изнер. Меня слышно? Нет? Хорошо? Если хорошо слышите, поставьте, пожалуйста, единицу. Если плохо, 0. Если слышите хорошо, поставьте единицу. Так. Все меня слышат? Если все слышат, поставьте единицу. Да. Спасибо большое. Давайте мы начнем сейчас вебинар наш. Называется он «Хакасский язык по песням». Вебинар записывается. Сегодня бесплатный вебинар. И вот эта запись, она будет доступна в интернете для всех. Имейте это в виду, те, кто сегодня участвует у нас на вебинаре. Но техника вебинара, она построена немного иначе, чем уроки по хакасскому языку. Здесь больше, получается, буду говорить я, проговаривать буду и давать материалы по презентациям. Вопросы вы можете задавать в чате, обратной связи голосовой пока не предусмотрено, поэтому вы будете пассивными участниками. И тем не менее, в процессе моего рассказа, показа, вы можете задавать вопросы в чате, чат он открыт. Ну и давайте мы сейчас начнем. Вебинар называется «Хакасский язык по песням». Сегодня у нас такой пробный вебинар. Вот, откровенно говоря, я тоже первый раз провожу подобные мероприятия в интернете. Сегодня это первое мое занятие именно в вебинарной комнате, потому что эту технологию вебинарного обучения я еще ни разу не проводил, поэтому тоже немного волнуюсь, откровенно говоря. Ну, давайте посмотрим, что у нас сегодня получится. Еще раз говорю, что вебинар наш записывается. Если где-то меня будет плохо слышно, вы прямо в чате пишите, что слышно плохо. Если у вас где-то там идут фоновые какие-то лишние звуки у себя в компьютере, значит, либо надо будет перезайти, может быть, в браузер поменять, лучше в Chrome, мне кажется, или в Яндексе, либо где-то настройки по звукам могут быть некорректные. Так, ну давайте начнем. На курсе что у нас будет? Вот по каждой песне построение курса у нас будет произведено следующим образом. Конечно, будут тексты песни, да, на хакасском языке. Они будут прочитываться. Каждый текст будет читаться. Задача какая? Нужно будет мне проговорить каждое слово. Вы должны услышать речь, хакасскую речь. Да. Вы должны понять именно звучание хакасского текста, хакасской песни. Каждый текст будет переведен на русский язык, но это будет построчный перевод, не поэтический. Построчный перевод, вы понимаете, он все-таки, он менее такой, скажем, красивый, да, но построчный. Зато вы будете понимать грамматику и логику самого языка. Будут прикладываться мелодии песни, но пока мелодии песен они готовятся. Вот. И это интересно будет тем, кто занимается музыкой. Там в специальной программе у меня есть человек, который будет хакасские песни записывать именно в звуке. Но для тех, кто хочет учить песни именно по мелодиям. Ну и четвертое, будут даны примеры исполнения. В принципе, вот по примерам исполнения вы можете заучивать вот этот текст, который будет предлагаться. Конечно, я вот пока взял самые популярные песни на хакасском языке. Ну, давайте мы посмотрим, какие это песни. Вот перечень вот этих вот самых распространенных в хакасском народе произведений. Начнем с Акунның ыры. Сегодня мы как раз посмотрим Акунның ыры. Это самая популярная песня, одна из популярных песен. Рассмотрим Очехтык Хазан Турпартер. Эта песня тоже в виде тахпаха. Это хакасская народная форма стиха. Арлых Алжиларым. Это авторская песня Александра Саможикова. Ахазм. Песня Челбаракова на слова Ольги Тышевой. Тоже очень популярная песня. Все поют эту песню. Еженом сейчас сказать, думаю, что многие слышали.
Тоже песня Челбаракова на слова Евдокии Дымаевой. Сейчас хэта, надеюсь, тоже многие слышали, многие, возможно даже поют. Да. Арксахстар или Тухлапча терпет, некоторые помнят так. На слова Барашкова, тоже Георгия Ивановича песня. Сейчас Хыпулутар, тоже песня Георгия Ивановича на слова Василия Барашкова. Затем Арлижам на Сагапщам, тоже песня Георгия Ивановича Челбаракова на слова Султрековой. Ширм Хустара, тоже довольно известная песня, на слова Кирилла Кильчичакова, тоже песня Челбаракова. И дальше следующая песня будет Кюнстер, довольно распространенная песня на слова Майнашева, это автор Олег Такаяков, Олег Афанасьевич. Дальше Агн Хустар, это уже поздние песни, да, поздняя мелодия от Анны Бурнаковой на слова Кичеевой. И Шалахай Шасхы Сергея Толмашова. Вот пока я предлагаю такой перечень. Конечно, вы можете предложить свой вариант, если захотите, допустим, да, вот такую-то песню вот рассмотреть. Я думаю, что можно будет потом рассмотреть и ваше предложение. Так, я теперь хочу спросить то, что я сейчас проговорил. Всем было понятно, всем было слышно? Если было слышно, поставьте, пожалуйста, единицу. Вот то, что я сейчас рассказал. Мне просто надо понять технически, я в теме или нет. Если слышно хорошо, единицу поставьте, пожалуйста. Угу. Хорошо, спасибо. Тогда двигаемся дальше. Ну и теперь по условиям. Все-таки мы сейчас будем говорить о курсе. Курс он такой небольшой. Пока на 3 месяца. Режим занятий 1 раз в неделю. Ну, это специфический курс. Курс, конечно, рассчитан на тех, кто более-менее как-то знает хакасский язык или знаком хотя бы на уровне начального изучения, на уровне, скажем, А1, А2, да, вариантов. Кто немного понимает, но не говорит, предположим, да. Вот. Ну, хотел бы углубить хакасскую речь. Думаю, что этот курс будет полезен именно для этой категории слушателей. Но даже если вы вообще не знаете хакасский язык, в принципе, наверное, возможно по текстам как-то вот приступить к изучению хакасского языка, может быть, заучить тексты каким-то образом, да. Я буду стараться давать грамматику попутно, вот грамматику хакасского языка, но, конечно, все-таки, чтобы понять логику речи, там нужно походить на другие отдельные занятия именно для начинающих. Там как-то более углубленно это преподается и есть более полное понимание. Здесь, конечно, такого полного понимания по грамматике не будет, но будет основное внимание будет уделено смыслу текста, словам текста, которые там употреблены. Вот режим занятий 1 раз в неделю. Ну, пока предположительно в пятницу, как мы сегодня проводим, 8 часов с 8 до 9 абаканского времени, как сегодня, да. Ну, по оплате сразу скажу, вот стоимость вебинара 1000 рублей. Если, допустим, думаю, что это не очень дорого. Получается 1 час занятий, ну, примерно 45 минут академического часа, это 250 рублей. Вот, зато у вас что будет по прохождению всего курса? Вы получите минусовки. Ну, минусовки, вы, наверное, понимаете, это музыкальное исполнение без слов. То есть, и на минусовке можно пропевать вот эти песни. И минусовки вот этих всех 12 песен, 13 песен, которые мы пройдем за курс, я постараюсь вам дать. Вы можете потом их скачать. В принципе, они в интернете тоже есть, но я их вам дам, и по ним можно будет уже самим самостоятельно исполнять вот эти песни, которые мы пройдем как раз на наших курсах. Ну вот, ну и дополнительный небольшой бонус. Я предполагаю где-то к весне, возможно, к марту проводить встречи, литературно-музыкальные вечера. И, конечно, те, которые дойдут до конца, они будут иметь бесплатный доступ к этим персональным авторским встречам. Вот. Это лично со мной, Сибдейтом.
Ну, вот такие условия. Если вы, конечно, захотите дальше заниматься платно, то я тут сразу даю карту. Можно перечислять на эту карту. Я сейчас занимаюсь как самозанятый. То есть, и вот как самозанятый у меня вот оформлена такая карта. И можно перечислять на Сбербанк. Но если потом вы изъявите желание, потом лично мне напишите, что я буду продолжать курсы. Там было бы, конечно, неплохо, скажем, за месяц вперед произвести оплату. Можно по частям производить, если, допустим, денежек не хватает. Ну вот такие вот условия. Вопросы вот по этим условиям есть? Если есть, сразу можно в чате написать вопросы. Вот по режиму занятий, допустим, по оплате. По расписанию, вот в пятницу вечером, допустим, как вам в пятницу вечером удобно будет с 8 до 9? Если удобно, поставьте цифру единицу. Кому, если будет удобно, в пятницу вечером с 8 до 9 единицу поставьте, пожалуйста. Если будете заниматься, да. Так, спасибо. Ага, ну, я вижу туда. Ну и пойдемте дальше. Ну, давайте посмотрим теперь уже непосредственно сам контент. Сар туп май мам. Это популярная песня. Давайте я сначала зачитаю текст, как он звучит. Сар туп май мамны. Сайга паспанды сурбыспын. Сағынғынымны албанды. Сарық шорғымның түспеспін. Қызыл туп маймамны, хумға паспанды сурбыспын. Хынғын қызымны албанды, қызыл шорғымның түспеспін. Традиционный текст, вы видите, он исполнен в виде тахпаха. Тахпах, что это такое? Это песенная форма, где первая строфа, первые 4 строки и вторая строфа, вторые 4 строки, они похожи друг на друга. Но вы заметили, наверное, да? Даже по строкам. Саргтуп маймамны или хызылтуп маймамны, да, коррелируют. Только поменяли слова. Саргтуп на хызыл. Сайга паспанда сурбыспын. Хумга паспанда сурбыспын. Все тут повторяется. Поэтому текст на самом деле несложный. И для заучивания, в принципе, он, я думаю, будет доступен даже для тех, кто только-только начинает изучать язык. Давайте разберем теперь словарь. Словарный состав вот этого текста. Я сначала даю вот именно вот сам словарь, а потом уже разберем грамматику. Как эти слова между собой коррелируют. Каким образом они связывают и какие смыслы здесь заданы. Сарг. Сарг – желтый. Туп – это кожа. Маймамны, в данном случае имеется в виду маймах – это обувь. Туп маймах – кожаная обувь, кожаная обувка. Сай – следующее слово, речная галька. Паспе – паспанда – это глагол в отрицательной форме. Есть глагол пас – ступай, наступай. А паспе – не ступай, не наступай куда-нибудь, да, на что-нибудь. Потом сур. Сур означает снимай. Сурбе – не снимай. Дальше идет сагн. Сагн – думай. Сагнгнын – это уже другое слово. Это та, о которой думаю, или тот человек, о котором я все время в мыслях. Сагнгнын. Албанда. Корень слова ал. Бери в буквальном смысле. Алб – не бери. Албанда – это форма, это условие пока не взял. Ну, потом мы грамматику будем дальше разбирать. Дальше сарг. Опять слово повторяется. Сарг – желтый. Да. Щорга. Щорга – это лошадь или иноходец, говорят. В общем, ну, как лошадь. Да. Щорга. Түс. Түспеспен. Корень слова түс – это глагол. Түс – сходи. Да. Слезай. Түспе – не сходи, не слезай. В данном случае с лошади не слезай. Түспеспен. Потом разберем грамматику дальше.
Ну и теперь хызыл означает красный. Туп, это слово повторяется, да, кожа. Маймых, опять повторяется, обувка. Хум, теперь новое слово. Хумга. Хум означает песок. Ну и теперь снова паспе, поступай, паспе, не наступай. Сурбаспан, корень слова сур, снимай, сурбе, не снимай. Грамматически мы дальше разберем. Теперь хнган. Хнган переводится как любимый в данном случае. Хзым, моя девушка. Хнган, хзым, любимая моя девушка. Ал, опять повторяется глагол. Албери, албанде, пока не взял, пока не женился, имеется в виду. Хзыл, щоргам. Щоргам опять находится, опять лошадь, да. Теперь уже красный. Раньше в первой строфе был сарых щорга, желтая лошадь, да, а теперь хзыл щорга. Хзыл означает красный, красная лошадь. Хзыл щоргамнан, с красной лошади, да, с рыжей лошади. Песпин, буквально не сойду. Так, а теперь смотрим грамматику. Я сначала зачитаю первое предложение. Сарых туп мои мамны. Сайра паспанда сурбаспан. Сарых туп маймамны. Что тут происходит? Сарых туп. Сарых желтый. А теперь смотрите. Маймах это обувка. Да? Маймагым. Маймагым. В такой форме это категория принадлежности. Обычно вот мы говорим моя обувка. Миның маймагым. Моя обувь. Но тут предложение составлено вот в винительном падеже слова маймах. Маймамны. Маймагымны было бы, да, но тут в данном случае г выпадает, поэтому получается маймам, это моя обувка. Маймамны, мою обувку. И получается туп маймамны, кожаную мою обувку, да. Сарых туп маймамны, желтую кожаную мою обувку. Сайга паспанда. Сайга. Вот что такое сайга? Сай у нас галька. Сайга это у нас пирельга падеж, так называемый дательный падеж на гальку. На что? На гальку. Сайга. Паспанда это у нас глагол идет. Паспанда пока не ступлю. И получается сайга паспанда пока на гальку не ступлю, не наступлю. Сурбаспан. Сур снимай. Сурбаспан не буду снимать. Вот смотрите, вот этот вот аффикс бас. Сурбас. Это будущее время не снимет. Сурбас. Сурбас. Пын я не сниму. Пын это аффикс первого лица. И получается сурбаспын я не сниму. И вот получается, что вот первые две строки теперь переводятся следующим образом. Сарых туп маймамны, желтую кожаную обувку, сайга паспанда, пока не наступлю на гальку, сурбаспын, я не сниму. Вот такое какое-то предварительное условие. Вот к чему теперь это проговаривается? Дальше идет третья и четвертая строка. Тут уже значение следующее. Сағынғанымны албанда. Теперь смотрим. Сағынғаным. Та, о которой думаю. Сағынғанымны. Ту, о которой думаю. Албанда. Пока не возьму. Условие алба не бери. Албанда. Пока не возьму. Сағынғанымны албанда имеется в виду пока не возьму в жены. Тут идет контекст такой, он неявно выраженный, именно вот что в жены возьму, да, любимую, но это подразумевается. Сарых щоргамнан түспеспин. Сарых это желтый, да, желтый, щорга и находец. Щоргам, щоргам это моя лошадь. Сарых щоргам нан. Нан это исходный у нас падеж. Получается, с желтой своей лошади щоргамнан түспеспен. Түс глагол сходи, сойди, да. Түспес не сойдет в будущее время.
түспеспін, я не сойду, не слезу в буквальном смысле. И получается вот так. Сағынғанымны албанды, пока ту, о которой я думаю, в жены пока не возьму, да. Албанда. Сарык шоргымның түспеспін, со своей желтой лошади не сойду. Вот первая строфа. Теперь вторая строфа. Идея та же самая, она повторяется. Тут меняется только несколько слов. Поменяется сарык туп маймамны. У нас там было как желтая кожаная обувка. Теперь хзыл туп маймамны. Красную кожаную обувку. Теперь смотрите, вот если раньше было на гальку не наступлю, тут хумга паспанда. Хумга. Хум это у нас песок. Хумга паспанда. Пока не наступлю на песок. Тут имеется в виду, что у любой речки есть галька, и у любой речки есть вот какой-то небольшой песок такой, да. Хумга паспанда. Пока не наступлю на песок, сурбаспын, я не сниму, да. И теперь меняется ситуация. Сағынғанымны албанда. Если у нас там было ту, о которой думаю, да, тут получается хынгын, хызымны. Хызым сформировано вот это слово следующим образом. Хыз это девушка. Хызым моя девушка, категория принадлежности. Да, аффикс. И теперь хызымны. Хызымны это у нас винительный падеж. Получается девушку. Хынгын любимая. Хынгын хызымны. Любимую девушку. Албанда, пока не возьму в жены. Смысл такой, да. Пока не женюсь на ней. Хызыл шоргымның. Уже, смотрите, не сарых раньше было, да, с желтой своей лошади. То тут уже хызыл шоргымның. Но оттенок хызыл, слово хызыл переводится как красный, но еще можно перевести как рыжий конь. Тоже такой. Хызыл шоргымның, да, рыжая лошадь. Түспеспен, то есть красной или рыжей своей лошади не сойду. Ну, вот такой вот краткий перевод, краткая грамматическая структура вот этих вот слов. В части грамматики я тут прописывал. Ну, конечно, полное пояснение вот именно грамматических структур, как бы это нужно заниматься отдельно, да, это отдельный курс. Ну, такие общие пояснения. Есть ли вопросы по пониманию? Вот, и если более-менее понятно, поставьте единицу. Если что-то там какие-то вот вообще непонятно, поставьте 0, пожалуйста. Чтобы я не видеть обратную реакцию, что я в интернете. Ну, вроде бы сейчас связь есть. Так, ну и давайте я сейчас построчный перевод, текст построчного перевода дам. Вот он выглядит таким образом. Слева оригинальный текст, справа такой построчный текст. Сарык туп маймамным, сайга паспанда сурбаспын. Свою желтую кожаную обувку, пока не ступлю на гальку реки, имеется в виду, не сниму. Сағынғанымны албанда, сарык шоргымның түспеспін. Та, о которой думал все время, тут имеется в виду, это вот подспудно подразумевается, до тех пор, пока не возьму в жены, имеется в виду. Сарык шоргымның түспеспін, с желтого иноходца или лошади не сойду. И дальше текст теперь снова повторяется. Хызыл туп маймамны, свою красную кожаную обувку. Хумга паспанда сурбаспын, пока не ступлю в песок или в песок реки, да, не сниму. Хынгын хызымны албанда, ту, которую люблю, до тех пор, пока не возьму в жены. Албанда, это условие такое. Хызыл шоргымның түспеспін, с красного иноходца или с красной лошади не сойду, не слезу, буквально тоже имеет такое значение. Вот построчный перевод, это не поэтический перевод, еще раз повторяю, это буквально такой перевод строк. Конечно, в хакасской речи эти слова, они звучат красивее. Дело в том, что при переводе все равно скрадывается
многие оттенки именно оригинальной речи. Но это немножко другой вопрос. Вот, вопрос оригинальности красоты языка. В чем красота речи, допустим, да. Конечно, при переводе они немножко скрадываются. Но видите, вот в оригинале здесь, допустим, даже сама структура стиха, она построена особым образом. Тут идут синтаксические повторы, рифмуются слова с начала строки, называются анафоры. Допустим, первая строфа на СССС, вторая строфа на ХХХХ. Да. И эти правила, они должны строго соблюдаться. И поэтому искусство тахпаха, вот этот вот, оно выдерживается по определенным канонам. Если человек нарушает эти каноны, тогда тахпахчи, в общем, теряет свой, ну, он не ярко выглядит, а обязательно нужно соблюдать творческие каноны. Но давайте теперь посмотрим, кто у нас эти песни исполнял. Ну, конечно, надо обязательно назвать одного из самых первых исполнителей. Ну, имеется в виду, опять-таки, все тут индивидуально. Это я лично, вот мое личное восприятие, конечно. Автор тахпаха, ну, теперь вот спорят разные писатели или вот те, которые люди, занимающиеся исследованием хакасского фольклора, они говорят, что вот этот тахпах принадлежит тому-то, тому-то, тому-то. Ну, название тахпаха в народ вошло как Акунн-ры. Акун — это была такая пьеса Михаила Кокова, драматурга, хакасского драматурга. И в этой пьесе вот этот тахпах исполнялся одним из персонажей, имя которого было Акун. Поэтому и в народ вот этот тахпах вошел как Акунн-ры. Хотя, конечно, на самом деле автор этого тахпаха не Михаил Коков, хотя, допустим, в его драматургии, то есть в его пьесе это тахпах прозвучал, но приписывает авторство другим людям. Альбина Васильевна Курбежека, например, она называет одного человека, Анатолий Егорович Султыреков, наш хакасский писатель, называет другого человека. В общем, они слышали от разных источников. И вот теперь вот точный автор и точно, в общем, ну, неизвестен. Я лично не знаю, допустим, да. Но в одном из исполнений Владимира Герасимовича Аптыкова, он довольно долго исполнял эту песню. Давайте мы послушаем его вариант исполнения. Я хочу предложить. Посмотрим. В общем, его исполнение. Если слышите, единицу поставьте, пожалуйста. Так, тахпах все услышали? Сейчас, подождите, я выключу. Ой, так, я стартую. Сейчас, подождите, еще раз. Так, давайте, я хочу еще предложить вариант исполнения. Так, подождите, я тут включу сейчас.
Так, тут еще хотел бы добавить. Конечно, эту песню исполняет очень много людей на самом деле. Вот. Мне кажется, нет певца, кто бы эту песню не исполнял в той или иной ситуации. Я тоже в молодости притронулся к этой песне, и мы вместе с Артуром Марлужоковым, он сейчас работает в Хакасской филармонии, как-то вот так вот мы там на уровне это почти баловства было на самом деле записано, как мы, может быть, не очень серьезно к этому делу подошли, но тоже попробовали исполнить, но мы его, эту песню пели горловым пением. Давайте я хочу все равно показать, вот как мы это делали с Артуром. Если слышно, единицу поставьте, пожалуйста. Ну вот, у нас было такое исполнение с Артуром. Это, конечно, был такой экспериментальный опыт, потому что горловым пением, ну, обычно тахпахи не поют, ну, раньше этого не делали, но сейчас, конечно, уже как бы с этим проблем нет, но это было записано примерно в 90-е годы. Ну и хочу еще упомянуть Руслана Ивакина, тоже интересно очень подошел к исполнению этой песни, он по-своему обработал, у него музыкальное сопровождение свое. Многие к нему предъявляют претензии, типа, что он с произношением у него, допустим, как-то не так. Но, тем не менее, он подошел творчески к этому явлению, и он один из тех немногих не хакасов, скажем так, да, не
тех людей, которые, не зная языка, подошел к этому делу творчески, выучил текст, заучил, и по сути он выступает с этой песней вот, ну, по всему миру, скажем так. И, конечно, он пропагандирует хакасскую культуру, и в этом смысле, конечно, его надо обязательно упомянуть и просто сказать ему благодарности в этом смысле. Ну и на этом, тут еще у нас есть Сергей Тинников. Я включил его вот в список исполнителей. Дело в том, что в интернете его найдете, в Ютубе он есть, и Руслан Ивакин тоже в Ютубе найдете. Так и забьете вот Акунның Ры, и в Ютубе можете найти. У Сергея Тинникова, что интересно, у него там есть третья строфа. Я не стал включать эту строфу сюда, потому что вот это классический вариант. Потому что вот смотрите, тут еще с Сару Тукмама следующая ситуация. Многие дописывают третьей и четвертой строфы. Альбина Васильевна, допустим, она поет дополнительные тексты. Вот. Сергей Тинников то же самое дописали. Я не знаю, с кем он это делал. Я не стал их включать, но они там тоже органично вплетены. Вот. Ну, в данном случае я пока даю такой классический вариант. Конечно, интерпретации, продолжение вот этого популярного тахпаха, она вот каждый может быть как-то свою лепту что ли сюда внести. Я тоже знаю вот из своих знакомых, те, которые вот этот же тахпах чуть-чуть по-другому переделали, и вот, ну, понятно, что взят был именно этот текст, и они по-своему перепевают вот этот текст. Ну вот, на этом, наверное, я сегодня завершу. Вот сегодня первую такую встречу. Немножко технически получилось не очень удачно, потому что тут, я не знаю, с интернетом что-то не получилось. Есть вопросы по... Вообще вопросы, может быть, по курсу, по тексту, по режиму занятий, может быть. Так, меня слышно? Так, если слышно, единицу поставьте, пожалуйста. Так, но если нет вопросов, я это видео, если у меня тут записано корректно, выставлю в интернет. Ну и где-то, если что-то непонятно, вы можете их еще раз посмотреть, прослушать, где-то по произношению, может быть, повторить. Ну и давайте так, смотрите, я вот этот вот файл чаптиковский я сейчас скину в чат. И, в принципе, вы можете вот его скачать себе. Это вот песня в исполнении имени Чаптыкова. Давайте вот этот вот, который мы с Артуром исполняли, тоже в чат скидываю. Вы можете себе скачать вот эти файлы. Сара Тукмаймам, вот эти два файла. Можете себе скачать и где-то прослушивать для себя. Так. Ну, на сегодня у меня... пока все. Вот. Ну и еще раз хочу напомнить, курсы, вот эти вот занятия, давайте еще раз вернемся вот к слайду, где режим занятий один раз в неделю. Если будет кому-то интересно, можете подходить. Если есть у вас знакомые, можете их пригласить. Если вам понравилось, порекомендовать, конечно, был бы благодарен. Пока предварительно в пятницу вечером с 8 до 9, ну максимум час занятий, где-то 40-45 минут обычно за это период времени. Думаю, что будем управляться с текстами. Ну и по оплате, если будет вам интересно, 1000 рублей, получается это вот за месяц, это 4 песни. Всего за курс получится 13, по сути, песен, вот включая сегодняшнюю Сарактуб. И вот эти вот перечень этих песен вы теперь видите. Мы сегодня прошли Акунның Ры вот, по одноименному названию, по пьесе Кокола. Или Сарактуб Маймамны. Это по первой строке. Слова и музыка народные, авторство неизвестно. Ну, на следующем занятии разберем тоже один из популярнейших тахпахов. Обычно все школьники в музыкальных школах, в училище, вот, они все музыканты проходят через вот этот тахпах. Вот Чихты Хазын Тухпартер. Хакасская народная песня, она тоже несложная, доступная для
понимания и для заучивания. В принципе, тоже можно, если заучить. И в любом застолье, если вы будете владеть текстом и мелодией, то вас будут принимать. Так, вопросы есть? Так, смотрите, да, по слайдам. Вот эти вот слайды, которые у меня есть, да, ну, сегодняшний слайд я скину, он будет в общем доступе. А другие слайды, допустим, они, конечно, будут в доступе только для тех, кто будет заниматься у меня. Имеется в виду, вот следующую песню мы будем разбирать. Допустим, да, сейчас, подождите, я покажу. Вот этот вот «Очықты Хазым Турпартер» я буду уже скидывать только вам лично, кто будет приходить на занятия. То есть у вас вот эти вот презентации, они будут все у вас на руках. Но только для тех, кто будет заниматься у меня. В общем доступе их не будет. Вот кроме вот Сары Тукмайман. Все остальные записи будут в закрытом доступе. Вот. Но кто будет ходить на занятия, только они будут владеть этим материалом. Ну ладно, алғыс болсын. Спасибо вам, что пришли, что поучаствовали вот в таком мероприятии. Я первый раз тоже говорю, что провожу вот эти курсы именно в части вебинаров, потому что обычно я занимаюсь по скайпу, там как бы немножко уже отработана технология, но именно в вебинарной системе я вот работаю, ну, в общем, первый раз, поэтому, ну, в общем, как получилось, так получилось. Алғыс болсын. Спасибо, что пришли. Следующее занятие теперь у нас будет через неделю, в пятницу вечером, 8 часов. Но это уже будет платное занятие. И мы начнем вот с этой песни. «Очықты Хазым Турпартер». Я также предложу мелодию, также дам исполнителей, также мы будем разбирать. И, в общем, рассматривать эту песню. Ну, давайте тогда на этом мы завершаем наше занятие. Алғыс болсын, праздно, спасибо, что пришли. Анна Мжухтар, до свидания. На этом мы завершаем нашу встречу.